Жители Заречного в Мирнинском районе уже который год ведут борьбу с водой из-за неисправности местного трубопровода. В итоге вода из канализации поступает в дома, и единственным спасением от бедствия являются только сильные морозы. Где источник проблемы и что делать с собственником, узнал Руслан Фаткулин. Такой резьбой по льду, правда, совсем не художественной. Жителям домов по улице Кузьмина приходится заниматься уже вторую неделю. Только так воду, поступающую в их дворы, можно отвезти хоть куда-то. По словам жильцов, уже 10-й день придомовая территория все больше походит на каток. Как только незамерзающая наледь стала преграждать путь к их домам, хозяева стали обращаться в экстренные службы. Однако это не помогло. О том, что будет с надворными постройками и сваями самого деревянного дома, пока сказать сложно. Скорее всего, это удастся оценить лишь весной, когда весь этот лед растает. А пока жильцы ежедневно вынуждены обороняться от наступающей воды. Борьба у нас такая. Ночью встаем, пилу завел, пропилил. Лопата, топор. Утром то же самое. И так каждый день, изо дня в день повторяется. Бесполезно что-то куда-то обращаться. Особенностью данной коммунальной проблемы является ее двоякость. Во-первых, вода полностью не замерзает, поэтому зайти во двор практически невозможно. Вместе с тем промерзший грунт не дает воде и покинуть двор. Как нам сообщили в предприятии тепловодоснабжения, проблема этих жителей находится немного выше, а точнее в доме по улице Восточная. Там, как показало комиссионное обследование, произошел порыв подводящего трубопровода канализации. Этот участок трубы, согласно договору на предоставление коммунальных ресурсов, обязан ремонтировать сам хозяин дома. И ремонтные службы самостоятельно не имеют права вести там каких-то работ. 4 января жильцы дома по улице Восточная все же устранили проблему. Это подтвердили и специалисты ПТВС. Поэтому сейчас хозяевам домов по улице Кузьмина остается только ждать сильных морозов, а затем самостоятельно очищать дворы ото льда.